Здравствуйте, в эфире главного телеканала Республики, программа «Интервью». И сегодня у нас в гостях директор фонда имени Мустая Карима и его дочь народного поэта Республики Башкортостан Альфия Каримова. Здравствуйте, Альфия Мустаевна. Добрый день. Спасибо, что пришли. Приятно видеть нашу студию, вас, особенно в эти дни, да, когда у нас такие пиковые события, посвященные вековому юбилею Мустафы Сафича. С каким настроением, с каким ощущением вы подходите? Вы знаете, я с очень хорошим настроением пришла сегодня, потому что чувство удовлетворения у меня. Мы начали подготовку к юбилейному году еще задолго до этого времени, но очень много сделано из намеченного, и такое ощущение, что наши цели достигнуты. Я хочу сказать о том, что все-таки для нас, для фонда, для близких Мустая Карима, наверное, вот в этом столетии не самое главное, что это 100 лет Мустаю Кариму, а мы хотели сделать это интересным событием для республики, для читателей, для зрителей и прежде всего для молодых зрителей, для юного поколения, для школьников, чтобы наши мероприятия, которые мы проводим, наши конкурсы, раскрыли какие-то новые возможности, таланты, и это мы видим сплошь и рядом. Проведено масса замечательных конкурсов, марафонов, мустаевские чтения во всех уголках республики, и не только республики, и в соседних областях, губерниях, в республиках, и далеко за пределами России. Очень здорово, я очень рада, что интерес к творчеству Мустая Карима, оказывается, есть и вдали от его родных мест. Хочу сказать, что мы хотели, чтобы вот этот юбилейный год, он вызвал интерес к книге, к литературе, большой литературе, к театру, к искусству вообще. Различные формы, мероприятия в различных формах проводились, в различных форматах. Мы искали более современные форматы, более близкие нашему юному поколению, молодому поколению. Чтобы вовлекать. Да, вовлекать их, чтобы то, что мы делаем, было не шаблонно, было не скучно, а было интересно всем. И действительно, мы видим, что даже люди, которые впервые познакомились с творчеством Мустая Карима, они заинтересовались его фигурой, его творчеством и прежде всего заинтересовались им как человеком. Я очень много раз говорила о том, что какое счастье, что Мустай Карим работал в различных жанрах. Ой, кашляю. Он и поэт, он и писатель, прозаик, он и драматург, он и публицист. И он близок к людям театра, и, как оказалось, еще и людям кино. У нас большие удачи в этом году. Фильм «Сестренка», который бьет все рекорды проката. Нам повезло, мы очень горды тем, что прокатчик Уолт Дисней. А никого попало не берут в прокат. И фильм очень нравится всем. Никого не оставляет равнодушным. И это Мустай Карим. Сценарий пришлось немножко отойти от оригинального, не то, что отойти, а дополнить. Но сценарист Айдар Акманов настолько бережно отнесся к слову Мустая, и он знает его творчество давно, и знает его изнутри, и это наш человек, наш родной нам человек. Вот он, конечно, если бы не было такого сценария, и фильма не было бы. Но удивительно то, что вся группа, творческая группа, подобралась как на подбор. Во-первых, прекрасный человек, исключительно порядочный, талантливый, добрый Александр Владимирович Галибин. Это художник-постановщик Виданов, который еще работал над «Луной и листопадом» в Русском театре. То есть сошлись как бы близкие по духу, близкие по видению мира, по отношению к жизни, к людям.
и вообще к своей работе, к своему делу люди. Это была одна команда. На прошлой неделе состоялась премьера и документального фильма в Москве, в Малом театре, Да. который тоже задевает Вы такие струны, но знаете, очень вы знаете, трогательно, что это по-моему. тоже совершенно новый формат. Во-первых, это фильм исторический, будем так говорить. Он интересен с точки зрения истории. Не просто о писателе Мустае. Наш фильм называется «Мустай». О нем говорят разные люди. И друзья, и коллеги, и просто читатели. Как читают его стихи артисты наши известные. А закадровый текст читает наш друг, большой друг, наш земляк Владимир Теодорович Спиваков. Вы знаете, все благодарят нас, вот кто посмотрел этот фильм, благодарят за этот фильм. Я этот фильм видела впервые, вот честно говорю, впервые видела именно вот со всеми 12 числа. Очень волновалась, потому что я все-таки там тоже довольно много меня. Когда меня Саида Медведева, Саида Саидовна пригласила в Москву, она сказала, это 1,5 года назад было, она сказала: Альфия Мустаевна, мы хотим сделать с вами большое интервью, и это будет основой для наших размышлений, и мы будем думать о том, что мы хотим сделать. Потому что я могла рассказать о фильме, об отце больше, чем кто-либо. К сожалению, у меня брат уже тогда болел, и он не смог принять участие в этом фильме. Ильгиз Мустафович, к сожалению, здесь не вошел. Мы ждали, кадры с ним не вошли. Мы очень ждали, что ему станет лучше. Мы его снимем весной. Вот так вот такие разговоры шли, но, увы, не получилось. Но я думаю, что он был доволен. Я теперь смотрю на все, что происходит, не только своими глазами и глазами своего отца, как я привыкла за эти годы, пока его нет. Я теперь уже смотрю и глазами своего брата. Когда папы не стало, мы стали друг другу опорой. Вот, он очень много сделал, конечно. Вот за эти годы сделал столько, сколько смог, я даже не ожидала от него. Потому что он занимался несвойственной ему работой. Он был сосоставителем полного собрания сочинений, 10-томного. Все-таки эта работа очень техническая, очень кропотливая, он человек творческий. Он очень много сделал для того, чтобы отец зазвучал, проза его, драматургия зазвучала на русском языке и стала доступна русскоязычному читателю. Ильгиз владел мастерски вот таким, как сказать, это невидимым переводом. Когда читаешь книгу и забываешь, что это не оригинал, что это перевод, благодаря ему долгое-долгое детство стало так любимо русскими читателями. И переводы на другие языки делались с русского языка на другие языки Европы. Вот. И сейчас вот я все время думаю о том, вот почему вы нет. Сожалею об этом. Год начался тяжело с его ухода, но я думаю, он был доволен и сестренкой, и фильмом «Мустай». Кстати, «Сестренка» — это последняя его творческая работа, потому что в титрах нельзя стоит литературное, творческое руководство Ильгиз Каримов. Он очень много сделал для того, чтобы получился вот такой фильм. Альфия Мустаевна, уже в это воскресенье юбилей. Скажите, пожалуйста, вот что будет происходить именно в этот день? 19 числа у нас будет вручение грантов нашим студентам. В этом году мы решили вручить студентам всех специальностей филологического факультета. И русской филологии, и татарской, и башкирской, и журналистики. Вот в этом году, в юбилейном году. Потому что все ребята пишут работы на тему Мустай Карима. Вот. Будет открытие именной аудитории в педагогическом университете. Обязательно встреча, возложение цветов у памятника Мустай Кариму, куда придут гости Москва, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Татарстан, Чувашия. В Москве у нас были дочери Гамзатова, это Патимат младшая, и старшая Зарема.
жена Кайсена Кулиева. У нас были дети Алима Кишокова, папиного близкого друга. Сюда приедет у нас дочь Расул Гамзатов, которая занимается творческим наследием отца. Это Салихат. И приедут папины друзья из Татарии, Ренат Харис, из Москвы Геннадий Иванов. Много будет писателей из других мест тоже присутствовать на нашем празднике. Это будет демонстрация, премьера фильма «Мустай» в Конгресс-холле уже для Уфы, для Башкирии. А на следующий день, 20 октября, в день его рождения, как всегда, люди выйдут, гости выйдут в Кляшево, родную деревню папы, и будет праздник для кляшевцев и для гостей. Будет открытие после реконструкции Дворца культуры села Кляшево, и обязательно будут зажжены традиционные костры на Девичьей горе. Из каждый юбилей, начиная с 50 лет, это делается в любую погоду и радует. Это опять надежда на будущее. Этот костер – это свет в будущее всегда. Все воспринимают это так. Это нужно и для ульчан, и для гостей. Альфия Мустаевна, вот времени даже на несколько наших эфирах не хватит тех событий, которые происходят, да, начиная от круизного лайнера, заканчивая в эти дни собирается восхождение к пику Мустая на Кавказских горах, другие события. Я вот у вас хотел спросить, но ведь юбилеем не заканчивается у нас торжества и год. Это ведь только, наверное, импульс какой-то к дальнейшему творчеству и популяризации вы правы, трудов Мустая. Дело в том, что мы ведь, это вот уже неоднократно Тимир Булат говорил об этом, и я уже говорила. Вот, конечно, этот год был самый насыщенный и полный событий, и напряжения, потому что мы все время в напряжении. Но это все приятно, потому что мы нашли отклик, понимание у людей. Это самое главное для нас. А вот этот год, эти события юбилейные, это стимул действительно к возрождению интереса не только к творчеству, я повторюсь, Мустая Карима, вообще интерес к чтению, к литературе, к большой литературе. Папа говорил когда-то, что те люди, которые любят прекрасное, они живут на солнечной стороне. А те люди, которые далеки от искусства, которые не интересуются литературой, музыкой, они живут на темной стороне планеты. У меня такое ощущение, что вот с этим годом наша планета все больше и больше освещается солнцем. Это очень высокие слова, возможно, но мое настроение сегодня такое, потому что я вижу, что не зря мы так суетимся, не зря мы так стараемся. Я дополню, это видят многие почитатели, таланты самые интересные, и самое приятное, наверное, что круг почитателей таланта великого Мустая, он ширится, особенно среди молодежи. Альфия Мустаевна, спасибо большое за это интервью, спасибо, что пришли. Напоминаю нашим телезрителям, что это была программа интервью, в гостях у нас была директор фонда имени Мустай Карима, дочь народного поэта Башкортостана Мустафы Сайфовича Альфия Каримова. Оставайтесь с нами.